Второй раз Башкортостан примет этап Кубка мира по сноуборду. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя. Это Валерий Матвеев, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России по Республике Башкортостан. Валерий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня такой отличный с вами повод для того, чтобы встретиться в студии, потому что Республика Башкортостан, Абзелиловский район в частности, примет этап Кубка мира по сноуборду, который должен был состояться на самом деле в декабре 2020-го, но его перенесли на февраль по вполне понятным причинам. Вот по каким, давайте все-таки поточнее скажем. Ну, несмотря на все трудности, которые возникли в этом году и в прошлом, календарь Международной лыжной федерации, он реализуется в полном объеме, соревнования проходят по всему миру, но он был перекроен в связи с тем, чтобы уменьшить перемещение спортсменов по миру. И мы принимаем этап Кубка мира после Москвы, который прошел 30 января на Воробьевых горах. На самом деле мы с вами говорили о том, что прелесть этого этапа в том, что он должен быть первым. И на самом деле на озере Банном уже проводились подобные соревнования, этап Кубка мира в 2019 году в декабре. Он должен был пройти в декабре 2020 года, но вот только буквально 2 недели назад приняли решение о том, что все-таки соревнования состоятся. До этого было несколько подвешенное состояние. Вот такое вот подвешенное состояние, которое было до определенного момента, не скажется на организационных вопросах? Абсолютно нет. Наоборот, у оргкомитета больше времени подготовиться. Открывать вообще кубковый сезон — это очень почетно, но в первую очередь это просто связано с природно-климатическими условиями. Мы можем в декабре подготовить полноценную трассу для того, чтобы провести мировые соревнования. Если говорить именно о трассе, которая у нас есть на озере Банном, насколько она серьезная, сложная, если сравнивать с другими, может быть, трассами уже мирового уровня? Она абсолютно стандартная, отвечает всем требованиям правил проведения соревнований по сноуборду, имеет очень хороший профиль, она видна с трибуны полностью от старта до финиша, очень удобно там располагается все оборудование для прямой трансляции телевизионной. То есть вполне прекрасное место для проведения соревнований такого уровня. Да, действительно, в этом году прямые трансляции финалов Кубка мира по сноуборду можно будет увидеть на нашем телеканале 6 и 7 февраля. Тем более нам будет за кого поболеть, потому что если в 2019 году Всеволод Мартынов был открывающим этих соревнований, на этот раз он уже приехал туда как участник. Все верно? Да, абсолютно верно. Республику Башкортостан представляет Всеволод Мартынов, который показывает неплохие результаты в этом году. И надеемся, что он достойно выступит на этих соревнованиях. Но Всеволоду всего 17 лет, и понятно, что мы от него не ждем каких-то грандиозных успехов, да? У Всеволода на самом деле стоит задача на этот сезон хорошее выступление на первенстве мира, которое состоится в марте в городе Красноярске. То есть это как бы подготовительная работа вот к этому мероприятию. Но в любом случае, любой старт, даже на всероссийских соревнованиях, он для спортсмена очень важен. Ну, сам Всеволод в интервью нашему телеканалу признался, что он никогда не ожидал, что в 17 лет будет выступать на мировых соревнованиях наравне со взрослыми. Это какой-то аванс ему или он действительно заслужил место? Он заслужил место, он занимается спортом более 10 лет, он неоднократный призер и победитель, в том числе и международных соревнований, выполнил норматив мастера спорта. Это большой труд на самом деле. Сборная России будет представлена на правах хозяйки 2 составами, поправьте меня, если это не так, и на этом фоне каковы наши шансы на медали? Ну, естественно, мы хотим увидеть, как сборная России завоевывает медали. Абсолютно верно. То есть страна, принимающая этап Кубка мира, имеет расширенную квоту в 2 составах, поэтому к основному составу сборной России подключается молодежная сборная. То есть и молодые спортсмены получают право выступать на этапе Кубка мира, минуя все отборочные мероприятия, тем самым получая колоссальный опыт выступлений на международном уровне, знакомиться с элитой спортивной сноуборда. Это прекрасно.
С элитой спортивного сноуборда могут познакомиться и болельщики, все верно? Будет же открыт доступ для зрителей? Да, на курорте монтируются трибуны на 5000 зрителей, но заполнение будет только на 50%. В продажу поступили билеты на данное мероприятие. Можно купить на сайте ММК Курорт. Стоит один билет 400 рублей и VIP, скажем так, билет 1500. Но я еще раз напоминаю, что будут прямые трансляции на нашем телеканале финалов этапа Кубка мира, который состоится 6 и 7 февраля у нас здесь, на территории Абзелиловского района, на озере Банном. Именно там состоятся международные соревнования. Елизавета Салихова, одна из наших спортсменок, которая принимала участие на этапе Кубка мира в 2019 году. На этот раз мы ее не видим в списках спортсменов. Почему? К сожалению, травма. Это бывает. Сейчас она проходит лечение в Австрии. И, в принципе, задача для этого спортсмена поставлена очень высокая. Это Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся уже через год. Елизавета сможет вернуться в форму? Сможет побороться за путевку? Ну, мы на это очень надеемся. И у нее, у самой очень хороший настрой. Где она сейчас? Как восстанавливается? Она была прооперирована колено в австрийской клинике. Там же она сейчас находится, проходит реабилитацию. И, в принципе, достаточно успешно. Ей уже разрешили немножко вставать на сноуборд. Этап Кубка мира, давайте вернемся все-таки к нашим событиям, которые предстоят в эти выходные. Это очень серьезное мероприятие. При этом еще и чего мы ждем от него, какой резонанс мы ждем? Мы ждем того, что больше будет заниматься детей, привлечет внимание к олимпийским видам спорта. Чего мы ждем? Большой спорт пришел к нам на территорию республики. Это само собой уже очень важно. Мы можем это увидеть воочию, не выезжая куда-то далеко за границу. Тем более, благодаря вашей компании, это можно увидеть по телевидению. Я даже скажу следующее, что по телевизору смотреть соревнования эти гораздо удобнее, приятнее и более информативнее, чем на месте. Поэтому тут на любой вкус можно, в общем-то, получить удовольствие от этого мероприятия. Это большая работа, место проведения, скажем так, соревнования, то есть это же подготовка, техника, обслуживающий персонал. Ну, все. Это такая огромная работа, представляете, на горе зимой, когда вокруг лежит снег, все вот это реализовать, это достаточно интересно, но это очень технически сложно. Плюс о курорте башкирском узнают во всем мире. Ну, это тоже, наверное, важно. Вот. Спортсмены молодые, которые поедут туда смотреть соревнования в качестве зрителей. Не в прошлом, получается, в позапрошлом году, в 2019, было возможно пообщаться с мировой элитой. Сейчас это будет невозможно, потому что в связи с очень строгим антиковидным протоколом образуются две чистые зоны. Это территория санатория, где будут все проживать участники и обслуживающий персонал соревнований, и сама гора, где будут проходить соревнования. То есть дальше трибун, к сожалению, зрители допущены не будут. Ну, это связано с пандемией. Но плюс же еще и солидный тренерский состав будет представлен на этих соревнованиях в качестве судей. Все верно? Ну, абсолютно верно. Судейская бригада составляет ни много ни мало 90 человек, можете себе представить. А участников сколько? Участников 150-160. Там мандатная комиссия решит, сколько допустить их к соревнованиям. А судей 90 человек, то есть фактически через каждые 10 метров находится судья и, собственно, смотрит за правильностью прохождения спортсменам трассы. Во-первых, не только тренеры, но тренерам особо важно это для того, что они видят
вот на расстоянии 10 метров, как проезжают лучшие спортсмены мировые, какая у них техника, как они все это делают. Это, на самом деле, большой опыт. Можно сказать, что мастер-класс на месте. А будут ли лучшие спортсмены в связи с пандемией, в связи с ограничениями передвижения? Приедут ли сильнейшие представители этого вида спорта? Вся мировая элита здесь. Она уже в Москве. Они уже прошли все необходимые тесты. Надеюсь, что все в полном составе доедут до Банного, и мы их сможем увидеть. Давайте скажем какие-то имена, чтобы вот было понятно, что не просто все будут именно не обезличенные какие-то вот массы, а именно кто будет конкретно из спортсменов, на кого действительно нужно и можно посмотреть. Вик Вайлд, наш олимпийский чемпион, будет выступать в составе сборной команды России. В общем-то, и этим уже все сказано. Перечислять, можно, но имеет ли смысл? Смотрите БСТ, приезжайте на Банное, увидите все сами. Прекрасную рекламу вы нам сделали, а самое главное, что это прекрасная реклама и для сноуборда в нашей республике, для того, чтобы этим видом спорта занимались больше. Победители определятся в 2 дисциплинах, правильно? Да, абсолютно верно. Это параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. 2 дисциплины. Параллельный слалом-гигант, он входит в олимпийскую программу. К сожалению, слалом, он входит в программу Кубка мира и чемпионата мира, но после Сочинской олимпиады он был исключен из олимпийской программы. В чем особенности и в чем разница этих 2 дисциплин? В слаломе короче трасса и стоят ближе друг к другу ворота. То есть спортсмен чаще поворачивает, соответственно, более короткий промежуток времени затрачивает на прохождение трассы. Трасса для слалом-гиганта, она более протяженная, то есть там выше скорость и расстояние между воротами разное. Вот, собственно говоря. А что зрелищнее? Одинаково зрелищно. Суть этого мероприятия в том, что стартуют 2 спортсмена, и не надо знать правила проведения соревнований, ты видишь воочию. Кто победил, тот проходит следующий этап. Все очень просто, зрелищно и здорово. Спасибо большое, Валерий Львович, что вы пришли сегодня к нам и рассказали о соревнованиях. Действительно, наверное, это большой очень плюс для нашей республики, что этап Кубка мира 2-й раз подряд проходит именно на территории Башкортостана, на озере Банном. Желаю успехов нашим спортсменам, желаю вам, как одному из организаторов, легко все это преодолеть, решить все организационные вопросы, чтобы все получилось, чтобы нашим гостям еще захотелось вернуться к нам сюда. Спасибо большое, все получится, все понравится, и я надеюсь на то, что территория Южного Урала станет отправной точкой мирового спорта, не только в сноуборде, во фристайле, в горных лыжах. У нас для этого все есть. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили о предстоящем этапе Кубка мира, который пройдет 6 и 7 февраля в Абзелиловском районе на озере Банном. Прямые трансляции финала смотрите на нашем телеканале, начало в 13 часов. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.